Уважаемые участники выставки, разрешите представиться, Мярин Александр Николаевич. Я представляю здесь торгово-промышленный палату нашей республики и технопарк Якутия. Вот такое сочетание, скажем, не совсем обычное. И смысл какой? Вот я организаторов благодарю. В 2019 году мы аналогичное мероприятие проводили тоже в рамках сети БАС. Его назывался «Социальный транспорт в экстремальных условиях». И в этом году мы эту тему тоже продолжаем. И вот как раз Кирилл Владимирович говорил, что у нас в Якутии может быть незачем кондиционеры. Я как раз скажу наоборот. У нас июль на 3 градуса по средней температуре теплее, чем в Москве. И поэтому это тоже очень актуально. И как раз это связано с тем, что вот недавно во Владивостоке на ВЭФ город Якутск там подписал целую такую серьезную программу, порядка на 3,9 миллиардов рублей, чтобы общественный транспорт, включая цифровизацию и так далее, обновлять. Поэтому это вопрос. Но у нас специфика немножко такая. Вот весь этот общественный транспорт, который вот недавно город закупил 100 новых автобусов, но там один нюанс. Вот руководство эксплуатации возьмите, и там написано: эксплуатируется до минус 40. Кратковременно разрешается, то есть 12 часов, до минус 45. И получается, вот такие основные технические требования мы вынужденно нарушаем. И вот такой, скажем, с одной стороны, привычный технико-правовой нигилизм есть, естественно, объективный. Его надо решать. Раз мы в этом направлении, вот на прошлом круглом столе в 2019 году, то есть благодаря его, добились возрождения технического регламента, ГОСТы, как раз климатические вот эти модификации, которые в советское время были до минус 60, мы добились его возрождения, но пока в техрегламент его, наоборот, даже притормаживаем. Потому что если войдет у нас на севере, в наш условий, отечественной техники просто не останется. Те же китайцы и так далее быстро эту северную модификацию сделают, а нашим производителям нужна господдержка. Эксплуатационникам нужна тоже поддержка, естественно, удорожания. И инфраструктуру, которая на советское время, в позднесоветское время там была, ее тоже надо возрождать. И вот как раз 23-го, вот смотрите, вот этот каталог есть, я почему. И вот на этой странице посмотрите информация об этом круглом столе. Правда, это тема, скажем, узкоотраслевая, но в связи с Северным морским путем и так далее, она превращается по большому счету в геостратегическую даже проблему. И вот как раз смысл какой? Мы даже рассматриваем вездеходы, автобусы на базе вахтовок, на базе снегоболотоходов. И причем рассматриваем в качестве реальной, эффективной, надежной и экономически целесообразной альтернативой вертолетным авиаперевозкам внутри районов. Вот такой, скажем, подход. И вот с этой точки зрения, то, что этим занимается технопарк в содружестве, и надеюсь, что мы добьемся, скажем, этой программы на городские автобусы 3,9, подразделение ВЭФ уже РФ пообещало, а вот на автобусы экстремально холодном исполнении мы здесь расчет привели, порядка 3,6 миллиардов надо. Надеюсь, при вашей поддержке такая программа, то есть возрождение еще советской программы «Техника Севера» в части техники экстремально холодного севера целиком будет реализована. Так что приглашаю 23-го, особенно коллег с холодных территорий.